При поддержке ЕС и программы развития ООН был отремонтирован Сухумский государственный колледж. В этом классе для будущих специалистов в области энергетики оборудованы специальные стенды. Теперь студентов будут обучать не только по учебникам. До сих пор такого оборудования не было, таких возможностей не было. И, конечно, к сожалению, очень часто студенты обучались только на бумаге, только на учебниках. И теперь они имеют возможность практически обучаться работе, скажем, на таких системах, которые могут управлять электропотоками, позволит более эффективно использовать ресурсы, которые сегодня существуют. И, конечно, мы знаем, к сожалению, сегодня ограничены. Пока классы колледжа пусты. Пандемия. Но преподаватели этого и других среднеспециальных образовательных учреждений Абхазии времени даром не теряют. С 18 по 28 ноября они проходили обучение в ходе тренинга «Образование и предпринимательские инновации». Одним из тренеров стал Жуматай Салимов, казахский специалист в области технологического развития. По его словам, тренинг прошел очень живо, так как подобная тематика сейчас актуальна как никогда. Вначале, конечно, многие коллеги не понимали, для чего им дается такой курс, инновации, стартапы. Абхазия пока еще далеко от всех этих вопросов. Но к окончанию тренинга коллеги, на самом деле, у них упорядочилось все в голове. Во-первых, понятийный аппарат, во-вторых, то, с чего, возможно, можно было бы Абхазии начать. Связались мы с тренером самым популярным сегодня способом, с помощью программы Zoom. За информационными технологиями будущее, считает Жуматай Салимов. И важно сегодня это понять и подстроиться, чтобы завтра быть на передовой экономического роста. Сегодня структура мировой экономики построена так, что в основном все делается в IT, то есть в облачных технологиях, в IT, в электронной коммерции, что не требует, по сути, дорогостоящей инфраструктуры. Нужны мозги, нужен хороший интернет, а он есть в Абхазии. И нужны компьютеры и талантливые люди, которые готовы работать здесь, но зарабатывать везде. С ним солидарен и Рафис Абазов, менеджер совместного проекта ЕС и ООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии. По словам Рафиза, надо понимать, что будущее только за образованными и целеустремленными молодыми людьми. Но чтобы новое поколение было именно таким, нужна база. Вполне реально, я думаю, просто надо организовать всех людей, создать технопарк или бизнес-акселератор в условиях Абхазии в очень короткое время. Главное объединить усилия всех людей, которые в этом заинтересованы. Это менеджмент и преподавательский состав колледжей, это молодежь, которая учится в колледже или в университете, также молодежь, которая уже закончила учебный процесс, но по-прежнему заинтересована в этих технологиях. И, конечно же, нужна поддержка от людей, которые могут, скажем, оказать реальную материальную поддержку. Технологии IT дают сегодня возможности избежать больших трат для организации технопарков и так называемых бизнес-акселераторов. Для этого нужен лишь хороший преподаватель, мощный компьютер и заинтересованный студент. Сегодня инновации в основном развиваются в ИКТ, информационно-коммуникационных технологиях. Это значит, главное, чтобы у молодежи была уверенность в себе, образование. И после этого компьютер, смартфон, интернет, он можно приложить и в классной комнате, и у себя в кабинете, или у себя, например, на квартире, и даже на пляже. И это заработает. По итогам онлайн-тренинга было разработано несколько рекомендаций для преподавателей абхазских колледжей. Например, привлекать как можно больше иностранных лекторов, практиков из разных профессиональных областей в качестве мотиваторов и как можно больше участвовать в программах акселерации и бизнес-инкубирования. Марьяна Котова, Торник Амичба, Аваза ТВ.